Многодетная семья осталась без крыши над головой. Накануне сгорел их двухэтажный частный дом в Ильгарте Сыктывдинского района. У молодой пары с 3 детьми не осталось ни вещей, ни документов. Что стало причиной пожара и как можно помочь погорельцам, в репортаже Александры Головиной. Буквально вчера здесь кипела жизнь. Глава семейства, как и обычно, в будний день проснулся рано, затопил котел, разбудил близких. Собрались, поехали в сад, школу, на работу, ничего не подозревая о том, что их уютное гнездышко больше никогда не будет прежним. Среда, 14:15. Сообщение о возгорании в частном жилом доме поступает в пожарно-спасательную службу Сыктывдинского района. Через 9 минут огнеборцы на месте. Дом уже полностью охвачен огнем. Через 2 с небольшим часа возгорание локализовано. От 200 квадратов не осталось ничего. Обугленная коробка. Потеряли все, весь инструмент, которым я работал, вел какую-то коммерческую деятельность, я как ИП. Все, что там было, вещи, посуда, тряпки, все. Воспоминания, компьютеры, все. Не знаю, что сказать больше. Сергей Бискуп, глава семейства, отец 3 маленьких детей. О том, что дома теперь у них нет, узнал от соседей по телефону. Прибыл на место тот же, здесь уже работали спасатели. В общей сложности 22 огнеборца и 6 единиц техники. Устанавливается место первоначального возникновения пожара. В дальнейшем с сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сыктывдинскому району устанавливаются обстоятельства, предшествующие пожару. Далее будут собраны материалы и направлены в испытательную пожарную лабораторию для дачи пожарно-технической экспертизы. По предварительным данным, причиной пожара стал недостаток конструкции изготовления теплового генератора. Впрочем, точное техническое заключение дадут после экспертизы. У соседей другая версия. Днем в поселке без предупреждения жителей отключили электричество. Это и спровоцировало взрыв угольного котла, говорит Екатерина Крюкова, друг семьи и соседка. Дети-то маленькие еще, там судить по ним, что понимают или не понимают, не стоит. Родители, понятно, что в упадке. Но Серега такой человек, что позитив во всем находит. И я всячески его поддерживаю. И супругу точно так же. Так что тяжело, но переживем. Ерунда какая. Сейчас именно Екатерина приютила у себя друзей, активно занимается сбором вещей для погорельцев. Одежды за сутки собрано очень много, помогает вся республика. Реквизиты для перечисления денег размещены в соцсетях. Дом застрахован не был. Районная администрация предложила на первое время маневренный фонд. Впрочем, семья надеется, что власти помогут и в будущем. 3 маленьких детей должны расти в своем жилье. Маленькие дети, для них, они понимают, что вот сейчас они на данный момент сегодня увидели, что дом сгорел. Расстраиваются, но для них, наверное, это больше путешествие в какое-то, может быть, придумаем сказку в новое жилье. Как-то так. Александра Головина, Роман Боровиков, телеканал Юрган, Сыктывдинский район. И в продолжение темы в Усинском и Княжпогостском районах Коми введен особый противопожарный режим, сообщает МЧС. Установлены дополнительные требования пожарной безопасности. Также предусмотрено проведение внеплановых осмотров печного и газового оборудования. С начала года в Коми произошло 142 пожара, погибли 10 человек. Основные причины трагедии – нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печей и электрооборудования.